спорте я уже, в бодибилдинге, можно так сказать, скоро уже будет как год я занимаюсь. Как я пришла вообще в этот спорт? На самом деле я пошла заниматься в зал, чтобы сбросить вес. А потом как-то так втянулась, где-то полгода или год я занималась сама. А потом я вот попала в зал «Лидер» и там познакомилась со своим тренером Олимп Альпиев. Я уже заниматься, но он сразу мне сказал, что, может быть, ты будешь в бикини выступать. Это было в 2015-2016 году. Я говорю, нет, говорю, я даже не представляю, как я буду этим заниматься. Ну и мы начали заниматься пауэрлифтингом. Я себя, конечно же, как спортсмена вообще не видела. То есть я занималась, а вот Акиолин мне сразу сказал, вот это делай, план он мне поставил тренировок. И вот он первый, я помню, заставил меня выйти на соревнования. Я категорически не хотела, говорю, нет, это не мое. Он меня вот просто заставил, говорит, давай выходи. Это был жим лежа. В 2018, кажется, году это было, да, первое мое соревнование жим лежа. В прошлом году также вот Акиолин сказала, давай попробуем бодибилдинг. Как раз вот соревнование, чемпионат мира был в Ташкенте. Я тоже так сомнительно отнеслась. Он думал, когда, говорит, Акиолин надо, значит надо здесь уже. Потому что у него и опыт, я ему полностью доверяю. Тут ни разу не ошибался. И вот, пожалуйста, то же самое. 2 медали мы там взяли. У нас бронза была и серебро в 2 категориях. Но помимо этого у нас было очень много спортсменов. Тоже почти все с медалями приехали. Чемпионов много, можно сказать, так, здешних, а чемпионов настоящих очень мало. Чемпионом настоящих вот является Жасмин. Ясмина, да? Я ее называю Жася. Она мне как дочка, можно сказать. Жасмина выделяется всем. Она как девчонка отделилась от всех. И вообще как спортсменка показала себя во многом. Лучше, чем даже многие парни-чемпионы. Но я надеюсь, что это не последние наши медали, не последнее наше соревнование. И все, конечно, будет зависеть от нее самой. А я всегда рядом. 24 часа у меня телефон включенный. Она знает, где меня найти. Хотя я, может, и сбегу. Это шутка, конечно. Но все равно, я всегда с ней рядом. И я желаю ей, конечно, дальнейших успехов, дальнейшей спортивной деятельности. Я думаю, все будет все нормально. В Москве, училась в арабской школе. Я в арабских странах тоже очень много лет жила. Потом переехала сюда. Сюда я переехала в Таджикистан, поступила в институт и уже осталась здесь. Я понимала, что этот вид спорта, он все-таки как-то несовместим с нашим местным менталитетом, с нашей восточной культурой. И, конечно, поэтому, когда мы уже готовились, мы понимали, что мы здесь не будем выступать. Мы будем выступать уже за границей, это на Азии, на мире, в других странах. Конечно же, есть с этим сложности, многие это не понимают, но что радует, что большинство это поддерживают. То есть многие поздравляют, многие поддерживают, радуются. Семья меня в этом плане поддержала тоже. И папа, и брат, и мама тоже меня поддержали. Дядя тоже мой поддержал, он тоже спортсмен. И, конечно же, когда видишь такую поддержку и со стороны тренера, конечно же, в первую очередь, и со стороны семьи уже и проще становится, уже понимаешь, видишь цель, дальше иди дальше. Многие мои родственники живут за границей, со стороны отца и со стороны моей мамы также, в Европе, в арабских странах, в России. Но я обычно езжу только в гости. Обратно всегда возвращаюсь сюда, потому что здесь все-таки мой дом, моя родина. И мне хотелось бы, чтобы чаще слышали о нашей стране на спортивной арене. Я прикладываю для этого все свои усилия и стараюсь для этого, чтобы как можно чаще мы поднимали свой флаг. Я всегда буду здесь, потому что это моя родина. Я очень люблю свою страну.